Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Елена Двожик. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Отчитались за год. Задача наша по доступности и качеству предоставления государственных услуг в этом году выполнена. Социальные работники Сосногорского района подвели итоги прошлого года. Марш-бросок. Проверить способности техники в тяжелых дорожных условиях и условиях Арктики. Зимняя экспедиция Минобороны Российской Федерации прошла через Сосногорский район. Первый антиснежный. Вышли, поработали, что на диване лежать? В Коми прошел общереспубликанский субботник по уборке снега. Начнем с чрезвычайного происшествия. В воскресенье в Сосногорске от удара током погиб подросток. Как сообщает пресс-служба Коми-Энерго, 7 февраля трое подростков взломали навесной замок трансформаторной подстанции и проникли внутрь здания. 7 февраля в 14:08 на пульт диспетчера Управления по делам ГОЧС поступило сообщение по линии МЧС о том, что в Сосногорскую центральную районную больницу доставлен человек с травмами, полученными в результате ударом электрическим током. Трое молодых людей находились по улице Октябрьской в районе трансформаторной будки, которая принадлежит районным электросетям. Один из них проник в эту будку, в результате чего получил удар электрическим током. Молодые люди вызвали скорую помощь. Пострадавший был доставлен в реанимацию районной больницы, где в тот же день скончался. По факту происшествия правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия. 245 нарушений правил дорожного движения выявлено инспекторами ДПС на дорогах города и района за первую неделю февраля. 4 водителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. 22 водителя превысили скоростной режим. Всего же с 1 по 7 февраля произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, все с причинением материального ущерба. Ситуация с эпидемией гриппа в Сосногорском районе остается непростой. Школьники ушли на внеочередные каникулы. Отменены все массовые мероприятия. О том, насколько серьезна обстановка, мы поинтересовались в Центральной районной больнице. Медики сообщают, что на сегодняшний день эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в районе превышен на 19,9%. Зарегистрировано порядка 2000 случаев гриппа ОРВИ. Преимущественно болеют дети, это 67% от зарегистрированных. В стационаре у нас пролежало порядка 60 человек. Все случаи, прошедшие через стационар, прошли вирусологические обследования. Выявлено 24 случая гриппа H1N1. Самое основное осложнение – это развитие пневмонии. Соответственно, вирусные пневмонии они протекают быстро, молниеносно, осложняется дыхательная недостаточность, что может привести к летальному исходу. Поэтому медики еще раз напоминают о важности обращения к специалистам при первых симптомах заболевания, а также о своевременной профилактике. Хочется отметить, что в этом году нами была проведена вакцина-профилактика порядка 30% населения Сосногорского района. Вакцина в этом году, вакцины привили мы население, она совпала со штаммами, которые циркулируют по территории Российской Федерации. И основной профилактикой гриппа является вакцина-профилактика. Так что необходимо перед началом эпидсезона, это сентябрь-октябрь месяц, активно прививаться против гриппа. Поскольку сейчас уже прививаться не имеет смысла, то необходимо свести к минимуму или исключить ситуации, при которых возможно получить заражение. Для этого следует избегать места скопления людей, носить и каждые 2 часа менять маску, а также как можно чаще мыть руки и другие открытые части тела после пребывания в общественных местах. Кстати, в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в школах Сосногорского района продлен до 13 февраля включительно. Соответствующие рекомендации подписала главный санитарный врач республики. В связи с карантином переносится и главный спортивный праздник зимы – Лыжня России, в которой по традиции наравне со взрослыми принимают участие и учащиеся всех школ района. Она состоится 21 февраля. В начале февраля Минобороны России направила в зимнюю экспедицию новейшие образцы военной техники. За 2,5 недели экипаж протестирует работу машин в сложных природно-климатических условиях. Полигоном для испытаний выбран полуостров Варандей. Маршрут экспедиции прошел и через Сосногорский район. Наш город стал местом стоянки для участников марш-броска.
Остановка в Сосногорске была недолгой. Короткий ночлег, и уже в 10 утра экспедиция продолжила путь в Арктику. Но и за этот отрезок времени военные успели сориентироваться на местности. Отметили красоту северного Сосногорска, оценили радушный прием и поблагодарили руководство муниципалитета за предоставленные возможности для стоянки. Руководитель зимней экспедиции отметил, что цель мероприятия – проверить способности техники в тяжелых дорожных условиях Арктики, выяснить ее достоинства и недостатки. Цель экспедиции действительно проверить способности техники в тяжелых дорожных условиях и условиях Арктики, подготовить требования, или точнее не требования даже, а выяснить возможности этой техники, ее недостатки, предложить заводам доработать ее и в ближайшее время принять на снабжение вооруженных сил для того, чтобы наши подразделения в северном регионе получили достойную военную автомобильную технику. В ходе экспедиции военные испытывают специализированные модели Уралов и КАМАЗов. Также в ходе пробега проверку проходит и экипаж. Переход является уникальным тем, что из средней полосы люди попадают за полярный круг и при этом пересекают несколько часовых поясов. Сможем сравнить, является ли метод искусственного светового дня, который недавно предложен военно-медицинской академией, хорошей профилактикой десинхроноза как в условиях похода, так и в условиях нахождения, кратковременного нахождения людей за полярным кругом. Из Сосногорска техника проследует в Нарьян-Мар. 14 единиц новейших военных машин и 40 человек экипажа совершат марш-бросок на расстояние более 2500 километров. Экспедиция продолжится до 22 февраля. Андрей Калиничев, Елена Двожек, Павел Щеглов и Павел Дурников. Вести Тимана, Сосногорск. Социальные работники Сосногорского района отчитались о своей деятельности в 2015 году. На традиционном ежегодном совещании прозвучала информация об уже прошедших мероприятиях и поставленной задачи на текущий год. Андрей Калиничев продолжит. В начале социальных работников приветствовала заместитель начальника районной администрации Наталья Кирсанова. Она поблагодарила собравшихся за работу, проводимую с населением, и пожелала сохранить показатели на столь же высоком уровне. Я думаю, что итоги года будут такими же позитивными и с динамикой только вперед. И хочется поблагодарить вас всех еще за ваш нелегкий труд и высказать надежду на то, что и дальше вы будете работать в таком же хорошем темпе. Одним из приоритетных направлений работы социальных учреждений Сосногорского района в 2015 году стало совершенствование системы электронного взаимодействия с организациями и учреждениями в рамках реализации проекта «Электронное правительство». Так, работа была налажена с Центром «Мои документы», Центром занятости и другими учреждениями. В каждом отделе у нас установлена система обработки обращений заявителей, сокращенно СМЭФ, по которой мы делаем запросы в пенсионный фонд о доходах пенсионеров. С целью совершенствования вот этой вот работы у нас была подготовлена аттестационная работа начальником отдела социальных гарантий в рамках проверки возможности обращения граждан к нам с портала государственных услуг. В ходе этой работы было выявлено, что с портала государственных услуг Республики Коми гражданин не мог к нам обратиться, поскольку это обращение не попадало к нам в центр, оно выходило совершенно по другому адресу. После тесной работы с ЦИТом эта проблема устранена. На сегодняшний день гражданин может к нам обратиться с портала государственных услуг Республики Коми. Единственным условием получения в электронном виде услуги у него должны быть электронно-цифровая подпись. Также проводилась работа по повышению качества и доступности предоставления государственных услуг. Именно этот критерий является определяющим при оценивании эффективности деятельности социальных работников. В этом году жалобы к нам не поступали от граждан, хотя у нас не работают в этом году совместители, принимавшие граждан в поселках. Но взамен этого мы организовали более частые выезды с мобильной социальной бригады. Прием граждан осуществлялся также специалистами МАУ МФЦ или Центра «Мои документы». И даже был по отдельному случаю специализированный выезд для приема документов.
Так что считаем, что задача наша по доступности и качеству предоставления государственных услуг в этом году выполнена. Также о своих результатах отчитались все отделения, работающие с жителями Сосногорского района, нуждающимися в социальной защите. Их деятельность получила положительную оценку, в том числе и на уровне Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Хочу, наверное, сказать то, что Центр соцзащиты Сосногорска действительно один из немногих центров, который большую работу в прошлом году проводил по, во-первых, по выполнению государственных заданий, но и дополнительно привлекали средства на социальную работу с определенными категориями граждан. В первую очередь с детками, с инвалидностью, с семьями с детьми, а также с пожилыми гражданами. И в тех цифрах, которые озвучили специалисты, говорит о том, что более 1 000 000 рублей было привлечено на работу, на реализацию этих мероприятий, в том числе от грантовых фондов. Это «Добрый город Петербург» и фонд детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это говорит о том, что учреждение рассчитывает не только на бюджетные средства, но и также активно принимает участие в различных инновационных программах, что говорит о высоком профессионализме специалистов и высоком их инновационном потенциале. Говоря о приоритетных направлениях работы в 2016 году, представители соцзащиты отметили, что это в первую очередь более тесное сотрудничество с Центром «Мои документы», а также внедрение электронной системы документооборота. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. 6 февраля в Коми состоялся первый общереспубликанский антиснежный субботник, который активно поддержали и жители Сосногорского района. Эта масштабная акция еще раз показала, что в нашем муниципалитете живут неравнодушные и по-настоящему любящие свою малую родину люди. В этот день с самого утра в городе царило оживление. На улицах и площадях работала снегоуборочная техника, предоставленная социально ответственными компаниями. Призыв расчистить район от снега поддержали дорожные службы и градообразующие предприятия. Не остались в стороне и коммунальщики. Они вышли на работу в выходной день для того, чтобы навести порядок во дворах и очистить кровли от наледи и снега. Примечательно, что вместе с работниками управляющей компании на субботник вышли и члены их семей. А я вышел своей жене помогать. У меня, можно сказать, каждый день субботники. На очистку города от снега вышли и простые горожане. Общественно полезный выходной они провели, убирая самые популярные места отдыха – детские площадки и скверы в разных частях города. Главным стимулом, по словам участников субботника, стало желание внести посильный вклад в благоустройство района. Многие приходили целыми семьями. Вышли, поработали. Что на диване лежать? Очень хорошо, замечательно. Мы на примере показываем нашим детям, что нужно работать на благо города, района, помочь. Помогать, чтобы дети катались, чтобы детям было хорошо. Скажите, понравилось работать вообще? Да. Субботник – это хорошо, принимаю участие в нем с удовольствием, потому что сама являюсь мамочкой 3 детей, заинтересована в уборке детских площадок. Многие говорили и о возрождении славных традиций прошлого. Это замечательно, это здорово. Раньше же всегда проводили субботники, люди с большим желанием принимали участие. И сегодня, я думаю, на всех объектах люди тоже принимают участие. В принципе, отзывов положительных много. Так что это хорошо. С огромным удовольствием принимаю участие в этом субботнике. Во-первых, возможность почистить снег у городских жителей не так часто такая возможность бывает. И общий труд он всегда объединяет. Я так думаю, что эту традицию надо продолжать. Конечно, это очень хорошо. Места для уборок в городе были определены еще задолго до начала субботника, и каждый мог выбрать то, что больше по душе. Но были и такие, кто решил действовать самостоятельно. Кто-то вышел со своей семьей и соседями, чтобы прибраться в собственном дворе или детской площадке. А кто-то, как, например, члены молодежного совета и единороссы, решили помочь с уборкой снега инвалидам, одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам. Видишь как, и туда подальше. Вышли убирать снег и жители сельских населенных пунктов района. В деревне Пожня общими усилиями расчистили территорию хоккейной коробки. В поселке Вист облагородили тропинки, которыми пользуются жители для того, чтобы сократить путь. В Нижнем Одессе основной упор был сделан на соцобъекты. В субботнике приняли участие все слои населения. Работники образовательных учреждений трудились возле техникумов, школ и детских садов. Сосногорские полицейские, вооружившись лопатами, очистили от снега прилегающую к отделу территорию.
За несколько часов сосногорцы общими усилиями заметно преобразили территорию Сосногорского района. Были, конечно, и те, кто к идее проведения субботника отнесся скептически, утверждая, что всем должны заниматься соответствующие структуры. Но неравнодушным сосногорцам нашлось, что им ответить. Это инициатива каждого человека выйти и помочь на благо детей. Пока силы есть, поможем. Конечно, надо. Чтобы город чище был, чтобы снега меньше было. Субботник – дело полезное. Я даже, может, ошибаюсь, но кто-то может быть против, но это объединяет людей. Зато потом как с гордостью можно смотреть на те же площадки, на те же территории, которые убирают люди. Первый зимний субботник стал по-настоящему массовым мероприятием и вдохновил сосногорцев, как, впрочем, и многих жителей республики, на дальнейшую работу по улучшению не только внешнего облика, но и экологии в целом. Руководитель региона Сергей Гапликов заявил, что Коми не будет дожидаться 2017 года, объявленного Путиным годом экологии, и поручил активизировать работу в этом направлении уже сейчас. Эту инициативу уже поддержал руководитель администрации Сосногорского района. Мы с радостью поддерживали все эти инициативы. Год экологии, замечательно. Значит, будем улучшать экологию в Сосногорском районе, в республике Коми. Мы ждем предложения от жителей Сосногорского района, от жителей республики по улучшению экологической ситуации. Помимо удовольствия от проделанной работы, сосногорцы получили возможность ощутить и радость от принадлежности к общему делу, которое объединило все города и села республики. К тому же субботник стал первой ласточкой начала большой и планомерной работы по наведению порядка во всех уголках и сферах жизни. Елена Двожик, Андрей Калиничев, Павел Дурников и Павел Щеглов. Вести Тимана, Сосногорск. 12 февраля с 10 до 12 часов в Сосногорске пройдет прямая линия для ветеранов боевых действий по вопросам мер социальной поддержки, санаторно-курортного лечения, обслуживания в медучреждениях и многим другим. На вопросы дозвонившихся будут отвечать специалисты администрации Сосногорского района, Центра социальной защиты населения, Управления пенсионного фонда и Сосногорской ЦРБ. Телефоны, по которым будут ждать звонков, на ваших экранах. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в среду ночью -2, -4 градуса. Днем на градус теплее. В четверг ночью 1-3 градуса ниже нуля. Днем 0-2. Вероятен снег. На этом пока все. Выпуски наших программ всегда можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте и на YouTube. Новая информация в ближайших выпусках Вестей Тимана. А у меня на этом все. Берегите себя и своих близких. До свидания.